Вопрос номер 46 о проекте постановления Государственного собрания ИЛ-Тюмень Республики об отчете о результатах приватизации государственного имущества Республики Саха-Якутия за 2024 год. Доклад Павла Николаевича Багананова, министра имущественных и земельных отношений. Добрый день, уважаемый Алексей Ильич, уважаемые народные депутаты. В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона о приватизации госимущества Республики Саха-Якутия, правительство ежегодно не позднее 1 мая представляет в Госсобрании ИЛ-Тюмень отчет о результатах приватизации государственного имущества за прошедший год. В этой связи Министерством имущественных и земельных отношений представлен проект отчета о результатах приватизации госимущества за 2024 год. Согласно установленному законодательством разделению полномочий между уровнями публичной власти, прогнозные планы приватизации госимущества на 2024 и 2026 годы утверждены постановлением Госсобрания ИЛ-Тюмень от 30 ноября 2023 года и постановлением правительства республики от 29 сентября 2023 года. Минимущество обеспечивает открытость и прозрачность процесса приватизации. Все акты о приватизации госимущества в установленном порядке размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет для размещения информации о проведении торгов и дополнительно на сайте Министерства. Принятие решения об условиях приватизации госимущества согласовывается со всеми заинтересованными лицами, при этом определяется рыночная стоимость приватизируемого имущества независимым оценщиком. В целях реализации программ приватизации за отчетный период проводились следующие необходимые в рамках приватизации мероприятия. Это проведение оценки имущества, находящегося в государственной собственности в целях приватизации, внесение изменений в единый государственный реестр недвижимости в части дополнения сведений об объекте и исправления технической ошибки, определение способа приватизации и принятие решения об условиях приватизации госимущества, проведение корпоративных мероприятий по увеличению уставного капитала акционерного общества при внесении госимущества в качестве вклада республикой в уставный капитал. Расходы на приватизацию госимущества предусмотрены в рамках госпрограммы управления собственностью и в отчетном году составил 725 тысяч рублей. За отчетный 2024 год приватизации госимущества на 2024-2026 годы включали: первое, это одно унитарное предприятие, Чернышевский рыбзавод, путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Один пакет акций публичного акционерного общества Якутуглестрой в количестве 1728 штук, что составляет 0,15% от уставного капитала. Иное имущество 6014 объектов балансовой стоимостью не более 100 миллионов рублей в отношении одного объекта, в том числе 5463 объекта газового хозяйства, 17 объектов электроэнергетики и 13 объектов интеллектуальной собственности в виде проектно-сметной документации. 314 позиций объектов движимого имущества, входящих в состав пассажирский теплоход «Ломоносов». 2 объекта недвижимости, 1 сооружение, 2 земельных участка и 173 позиции объектов движимого имущества, входящие в состав радиостанция 1. 16 прочих объектов недвижимости, 13 объектов движимого имущества в виде сельхозоборудования. Разрешите коротко представить информацию о ходе исполнения плана приватизации за 2024 год. Государственное унитарное предприятие Чернышевский рыбзавод преобразовано в общество с ограниченной ответственностью Чернышевский рыбзавод 11 декабря 2024 года. По приватизации акций распоряжением правительства республики от 15 августа 2024 года определен способ приватизации акций публичного акционерного общества Якутуглестрой путем продажи на аукционе по рыночной стоимости 116 тысяч рублей. Общая номинальная стоимость пакета акций составляет 107 140 рублей. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на 24 января 2025 года была подана не одна заявка на участие в аукционе, 4 февраля 2025 года аукцион признан несостоявшимся. Таким образом, способ приватизации госимущества будет изменен на продажу посредством публичного предложения в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 21 декабря 2001 года о приватизации госимущества и муниципального имущества. По приватизации объектов иного имущества. Первое. Это 4 объекта недвижимости
с одним земельным участком по адресу Республика Саха-Якутия, город Якутск, улица Ачиченко, дом 1/8, приватизируется путем внесения республикой вклада в уставный капитал акционерного общества «Специализированный застройщик Республиканское ипотечное агентство» по рыночной стоимости 43 миллиона 497 тысяч рублей, определенной отчетом, подготовленным независимым оценщиком ООО «Оценочная фирма «Стандарт» от 22 ноября 2024 года. Корпоративные мероприятия по увеличению уставного капитала акционерного общества «Специализированный застройщик РИА» планируется завершить в 2025 году. Объекты интеллектуальной собственности в виде проектно-сметной документации газификации населенных пунктов Алданского, Ленского, Нюрингринского и Алекнинских районов в количестве 13 единиц подлежали приватизации согласно распоряжению правительства 23 июля 2024 года путем внесения республикой вклада в уставный капитал акционерного общества «Саха-Транснефтегаз» по рыночной стоимости 188 миллионов 647 тысяч рублей, определенные отчетом, подготовленным независимым оценщиком ООО «Нокс Оценка» от 28 мая 2024 года. Но в связи с отказом от 28 ноября 2024 года Центральным банком Российской Федерации в регистрации выпуска дополнительных акций акционерного общества «Саха-Транснефтегаз» в 2025 году будет изменен способ приватизации на продажу госимущества на аукционе. Далее, два объекта недвижимости, одно сооружение, два земельных участка и 173 позиции объектов движимого имущества, входящие в состав радиостанция 1, находящиеся по адресу Республика Саха-Якутия, город Якутск, село Тулагино, село Сырдах. Согласно распоряжению правительства Республики от 30 августа 2024 года, приватизируется путем внесения республикой вклада в уставный капитал акционерного общества «Арктик Телеком» по рыночной стоимости 224 миллиона 922 тысячи рублей, определенные отчетом, подготовленным независимым оценщиком ООО «ОФ Стандарт» от 19 июня 2024 года. Корпоративные мероприятия по увеличению уставного капитала акционерного общества «Арктик Телеком» планируется завершить в 2025 году. Нежилое помещение, расположенное по адресу Республика Саха-Якутия, город Якутск, улица Свердлова, дом 6, корпус 1, помещение без номера, согласно распоряжению правительства Республики от 30 июня 2024 года об условиях приватизации госимущества, приватизировано путем предоставления субъекту малого и среднего предпринимательства ИП Кокаревой преимущественного права на приобретение арендуемого им недвижимого имущества по рыночной стоимости 8 миллионов 47 тысяч 500 рублей, определенной отчетом, подготовленным независимым оценщиком ООО «Прайм Консалтинг» от 8 мая 2024 года. Договор купли-продажи заключен с ИП Кокаревой 18 июня 2024 года с предоставлением рассрочки по оплате на срок 5 лет. Объекты недвижимого имущества вместе с земельным участком в количестве 10 единиц, расположенные по адресу Республика Саха-Якутия, город Якутск, улица Чкалова, дом 28, приватизируются согласно распоряжению правительства Республики от 10 декабря 2024 года путем внесения республикой вклада в уставный капитал акционерного общества РИК Плюс по рыночной стоимости 62 миллиона 251 тысяча 800 рублей, определенной отчетом, подготовленным независимым оценщиком ООО «Метод» от 18 октября 2024 года. Корпоративные мероприятия по увеличению уставного капитала акционерного общества РИК Плюс планируется завершить в 2025 году. Движимое имущество сельскохозяйственного назначения в количестве 13 единиц приватизируется согласно распоряжению правительства Республики от 9 января 2025 года путем внесения республикой вклада в уставный капитал акционерного общества «Совхоз Новый» по рыночной стоимости 12 миллионов 279 тысяч 700 рублей, определенный отчетом, подготовленным независимым оценщиком ООО «Стандарт» от 14 ноября 2024 года. Корпоративные мероприятия по увеличению уставного капитала акционерного общества «Совхоз Новый» планируется завершить в 2025 году. 5463 объекта газового хозяйства, расположенные на территории муниципальных образований городского округа город Якутск, Верхневилюйский, Вилюйский, Намский, Хангаласский и Кобяйских районов, подлежат приватизации путем внесения республикой в уставный капитал акционерного общества «Саха-Транснефтегаз» по стоимости в размере 966 миллионов 539 тысяч рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости госимущества, подготовленному ООО «Якутпромоценка» от 6 ноября 2024 года. Распоряжение об условиях приватизации госимущества принято правительством 19 марта. Мероприятие по приватизации планируется завершить до конца 2026 года.
План поступления доходов от приватизации госимущества в 2024 году, установленный законом Республики от 5 декабря 2023 года, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы составляет в размере 797 тысяч рублей по разделу доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, в части реализации основных средств, и выполнен на 181% и составляет 1 миллион 445 тысяч рублей. Указанные суммы являются платежами по договорам купли-продажи недвижимого имущества, заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства по реализации преимущественного права на приобретение арендуемого им недвижимого имущества. Отчет о результатах приватизации госимущества за прошедший год ежегодно размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет для размещения информации о проведении торгов, торги.gov.ru, определенным правительством Российской Федерации, а также дополнительно на сайте Минимущества одновременно с предоставлением Госсобрания ИЛТУМЭН. Проект отчета о результатах приватизации госимущества до направления в Госсобрание ИЛТУМЭН в установленном порядке согласован с заинтересованными исполнительными органами госвласти и прокуратуры республики. Вкратце у меня все. Готов ответить на вопросы. Коллеги, вопросы есть? 5 народных депутатов, ограничиваемся режимом голосования. Сусоев Александр Владимирович, Иванов Александр Игнатьевич, Федоров Виктор Николаевич, Подскочин Владимир Семенович, Данилов Иван Иванович. Пожалуйста, Александр Владимирович. Уважаемый Павел Николаевич, вопрос по пассажирскому теплоходу Ломоносов, который в 2024 году сгорел. Я так понимаю, это в Архангельске было, да? И наше имущество что там делало? Пожалуйста. Да, спасибо за вопрос, Александр Владимирович. В прошлом году мы внесли в уставный капитал железной дороги Якутии сам теплоход, который нам пришел также с федеральной собственности. А сейчас мы должны были приватизировать в 2024 году имущество недвижимое, движимое имущество, которое находилось на теплоходе. Это кухонные принадлежности, аппаратура, ну, то есть то, что находилось на самом теплоходе. В связи с тем, что произошел пожар, на сегодня идут следственные мероприятия по выяснению причины пожара, виновных, и мы выставили ЖДЯ по оценочной стоимости ущерб на вот это движимое имущество порядка 2,5 миллионов рублей. Они готовы его возместить, но после того, как закончится следственное мероприятие. Что там делал этот теплоход? Этот теплоход там и находился, нам его передали с федеральной собственности, он там и находился. ЖДЯ делал ремонт для того, чтобы потом перегнать его сюда. Но, к сожалению, в процессе ремонта произошел пожар. Александр Игнатьевич Иванов. Добрый день, коллеги, еще раз. У меня такой вопрос. Вчера мы приняли закон о том, что приватизация начинается у нас с 50 миллионов. Ну, как бы это пошло должно пройти через 50 миллионов. Ну, получилось, мы должны были пересмотреть на втором чтении, но почему-то резко мы проголосовали за второе чтение. Ну, это другой вопрос. И в свете таких изменений я ни в коем случае не сомневаюсь в вашем таланте уменьшать стоимость активов. Если учесть, что Алросунюрба акции продали за 12 миллиардов, а оценили за меньше 100 миллионов, скажите, пожалуйста, у нас есть в уголовном праве дробление бизнеса. Вот нас блогеров сажают, предприниматели сажают за то, что они там начинают дробить свой бизнес, чтобы платить меньше налогов. Не может ли быть такое, что, вот, скажем, есть объект, и вы, чтобы уменьшить до 50 миллионов, да, меньше 50 миллионов, начинаете там земельный участок отдельно, как я там видел, земельные участки, недвижимое имущество, здание отдельно, и потом уже это все не будет касаться нас, предпринимателей. Есть такая возможность или теоретически, или это вообще исключено? Вы имеете в виду именно имущество, не акционерных обществ, а имущество, да? И так, можно сперва имущество распродать, потом еще уже выйти на акционерное общество, правильно? Здесь же у нас идет если мы говорим по акционерному обществу, то в прошлой редакции закона было сказано, что по номинальной стоимости акций акционерного общества свыше 100 миллионов рассматривается на ИЛТУМЭНе, ниже 100 рассматривается правительство. Сейчас сделали
отсечку 50 миллионов рублей и плюс добавили еще стоимость активов по балансу. То есть здесь, если, как вы говорите, там дробление или еще что-то, но это нужно дробить акционерное общество. Для того, чтобы это сделать, опять же, нужно будет проходить эту процедуру. Это уже идет тоже метод приватизации, разделения, либо ответвления. Поэтому здесь, ну, навряд ли это получится. Понятно. Да, и плюс еще внесли такое изменение, которого раньше не было, что все акционерные общества, которые входят в перечень стратегических предприятий, они все идут через Ултумен, без привязки к 50 миллионам, либо к другой стоимости. То есть тут уйти Всё, как-то... спасибо. Виктор Николаевич Федоров, пожалуйста. Можно 3 вопроса, да? 2 давайте, пожалуйста. Опять началось. По-моему, торг здесь не уместен. Ну ладно. У нас сумма казны сколько составляет в республике? Сумма казны по реестру госимущества, если взять на сегодня, Казна именно, не имущество, казна. Есть же такое понятие. Все активы наши. ну, я говорю, все активы, которые в казне, 1 триллион 79 миллиардов 347 миллионов рублей. Один и сколько триллионов? 1 триллион 79 миллиардов. Ну, 1 триллион, да? Да. Спасибо. Второй вопрос. Мы понимаем, что у вас политика, что плохое выставляем на аукцион, что хорошее передаем в уставной капитал. А почему земельные участки, находящиеся в городе Якутске, по Чеченко, по Чкалово, в городе Якутске, чтобы вы знали, стоимость 1 гектара земли в районе 200 миллионов рублей. Мы в Рио передаем, а Рио такой же застройщик. Выставляйте на конкурс, хоть бы бюджет получил 200-300 миллионов для решения насущных программ. Почему этим не занимаетесь? Я понимаю, что аварийное жилье и так далее. Этим может заниматься любой застройщик на тех шоколадных условиях, в которых у нас работает Рио. Мы еще бесплатно землю отдаем. Пусть покупают. По земельному участку, который от Чеченко, мы передаем Рио в связи с тем, что они ведут застройку в 31 квартале, где находится социальный объект Терех. Они Терех, социальный объект в 31 квартале для лиц, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Они его тоже сносят, в связи с этим должны восстановить, ну, такой же объект построить. И вносим уставный капитал данного участка на Чеченко, чтобы они на этом месте поставили данный социальный объект. Это наше стопроцентное предприятие, которое мы поддерживаем. Что касается второго участка по Чкалово 28, опять же, там находился раньше объект, который уже не действует, он заморожен с 2000 года, простаивает. В связи с этим мы вовлекаем в оборот данный земельный участок с основными средствами РИК Плюс для того, чтобы они сделали застройку многоквартирного дома. То есть Почему на аукцион-то не выставляете этот участок Чкалова? Ладно, там социальный объект. А это почему на аукцион? тем самым мы поддерживаем наше акционерное общество для того, чтобы они были на плаву и А финансово. бюджет вы не собираетесь поддерживать? Лекарственных средств не хватает купить. А мы РИК-то сидим, фаршируем. Владимир Семенович Паскачин. Уважаемый Павел Николаевич, ну, я вас замечаю как грамотного молодого управленца. Это первое. Второе. Вчера мне глава республики очень эмоционально ответил на вопрос о приватизации или там увода или как-то 40% акций, поиск золота. Он даже грозился в суд подать. Но это самое. Я очень рад, что вы не продали. Я ваш ответ получил. 40% акций АО «Поиск золота» находится во владении Комдрагмета, то есть во владении республики, так я понял. В каком-то году, я забыл, в 2020 году или в каком году, при Тарасенко даже уплачивал 3 миллиарда дивидендов в бюджет. После этого перестал платить дивиденды. А вот сколько стоит эта доля в деньгах? Это акции, 40% акций, которые принадлежит Комдрагмету, то есть республике. И сколько сейчас в данный момент платит дивидендов? Или платит ли вообще там, или не платит? Да, спасибо за вопрос.
Владимир Семенович, по доле действительно 40%, которые имел Комдрагмет в пояс золота, он остался в Комдрагмете. По выписке из Зигрюла в уставном капитале пояс золота составляет 22 миллиона 430 тысяч рублей. Номинальная стоимость доли Комдрагмета в уставном капитале составляет 8 миллионов 972 тысячи рублей. Это что касается, что КДМ владеет 40% с номинальной стоимостью 8 миллионов 972 тысячи рублей. Что А касается- рыночная сколько будет? Ну, рыночные не оценивали, сказать не могу. Что касается дивидендов, пояс золота выплачивает дивиденды своему акционеру, то есть самому КДМ, а КДМ уже оплачивает в республику. Если взять за 2024 году, сколько было выплачено дивидендов Комдрагметаллом в бюджет, это 25% от чистой прибыли, было выплачено 29 миллионов 379 тысяч рублей. Так мало, да? А раньше 3 миллиарда же заплатили? 3 миллиарда это было тогда, когда курс золота подскочил в тот период. Разница какая, Да. Павел Николаевич? 3 миллиарда или 25 миллионов? Нет, же очень было не 3 больш- миллиарда, было 500 миллионов. Да, очень большая разница. 500 миллионов. Там было, да. надо же посмотреть. Как там, вообще там другие предприятия участвуют в Комдрагмете? Как акционер? Комдрагмет в других предприятиях, да, участвует. А сколько таких предприятий имеет? Ну, сейчас у меня списка нету, можем предоставить. Нет, ну это же не секрет же должен быть. Это Нет, мы это, должны не, же это не знать. секрет. А тогда я вас устный запрос вам делаю. Пожалуйста, мне предоставьте данные. Комдрагмет в скольких предприятиях участвует как учредитель. Хорошо. И сколько они оплатили бюджет. Хорошо. Иван Иванович Данилов, пожалуйста. Павел Николаевич, добрый день. Ну, у нас, как вы все время докладываете, это же приватизация не только за изменение структурное, там, превращение в акционерное общество. У вас тут конкретно написано, что это повышение эффективности управления, повышение эффективности наших предприятий. Я вам на комитете говорил, спрашивал, насколько эффективны наши предприятия. Или после всех вот этих структурных преобразований они становятся планово убыточными, или что там, сколько мы получаем неналоговых платежей от наших предприятий. Вот этой информации нету. Тут у вас конкретно сказано в ваших целях и задачах создание условий для развития, роста социально-экономического развития. А в чем оно должно проявляться? В неналоговых платежах, развитие там кадрового управления, кадров, роста кадров, там, связка со средним малым предпринимательством. Сколько наши государственные предприятия развивают малое предпринимательство. Вот здесь нету информации по этой части. Я спросил, чтобы вы на комитете предоставили такую информацию. Да, спасибо. за Или вопрос. конечная цель наша это приватизировать, продать. Скажите нам конечную цель. Концепт какой у нас? Развитие своих предприятий или конечный итог продажи? Хорошо, спасибо за вопрос, Иван Иванович. Как вы заметили, мы приватизируем всего два способа. Это мы преобразуем ГУПы в иной вид и вносим в уставный капитал. То есть идет поддержка наших акционерных обществ. Что касается экономического эффекта, здесь он у нас идет такой мультипликативный. Допустим, вносим в уставный капитал земельный участок с ОКСами. Тем самым, в первую очередь, мы вовлекаем в оборот то имущество, которое не используется государством. С него уже будет идти налоги на имущество. К примеру, в 2025 году налоги на имущество по тем имуществу, которое внесено было в уставный капитал, бюджет получит свыше 5 миллионов рублей. Это только по налогу на имущество. Что касается экономического эффекта, вносим в уставный капитал РИК плюс земельного участка. На этом месте будет построен многоэтажный, многоквартирный жилой дом. В соответствии с этим увеличатся налоги, будет трудоустройство работников, соответственно, улучшение качества жизни, увеличение квартир. То есть тут такой эффект. Цели продать все госимущество у нас нет.
Его нужно сохранить и вложить именно в наше акционерное общество для того, чтобы они дальше работали. Спасибо, вопросы исчерпаны. Присаживайтесь, пожалуйста, Павел Николаевич. Слово для доклада предоставляется Юрию Михайловичу Николаеву. Уважаемые коллеги, данный отчет у нас был заслушан на расширенном заседании бюджетного комитета 8 апреля. По данному вопросу представлен положительный отзыв счетной палаты. Уважаемые коллеги, прошу поддержать проект постановления Госсобрания ЛТУМН об отчете результатов приватизации госимущества Республики Саха за 2024 год. Хорошо. Вопросы будут к Юрию Михайловичу? Нет. На выступление записались 3 народных депутата, 4 народных депутата. Алексей Дмитриевич Корнилов, Василий Петрович Николаев, Александр Игнатьевич Иванов, Виктор Николаевич Федоров. Ограничиваемся. Режим голосования. Принято. Алексей Дмитриевич Корнилов. Вы по предложению? Да, Я озвучу его тогда. Потом. я немного дополню здесь. Или вы сначала хотите? Нет, меня озвучишь предложение, проект постановления. Хорошо. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Вот в пункте 46 отчета указано, что в конце прошлого года приватизирован земельный участок, расположены на нем объекты Почкалова, Лежнева. Вот, уже было министром дан ответ по данному вопросу. Да, оценочная стоимость указана 62 миллиона. Хотя участок практически полгектара размером, расположен близко к центру города. Насколько я владею информацией, такие участки можно на аукционе продать до 150 миллионов. Но я сейчас не об этом. Да, напомню, ранее на этом участке располагался учебно-производственный комбинат трудовой реабилитации инвалидов, в первую очередь слабовидящих, слепых. Не вдаваясь в подробные причины его постепенного угасания, умирания, да, которое случилось ближе уже к 2020 годам, не в 2000 году, да, как министр ранее сказал. Основной причиной, я полагаю, явилась недостаточная государственная поддержка данной деятельности. Данная деятельность без господдержки существовать в принципе не может. Но сегодня мы узнали, что данное имущество уже фактически изъято, уже приватизировано, будет строиться коммерческое жилье. На мои неоднократные депутатские запросы в адрес правительства, ответственных уполномоченных органов о возможности сохранения в какой-либо форме учебно-производственного комбината трудовой реабилитации инвалидов, пусть и путем и предоставления ему иных помещений, пусть и не в центре города, да, получены фактически отрицательные ответы. Да, никаких мер по поддержке данной категории лиц, да, не планируется. Практически несколько ответов получено из-за подписью курирующего заместителя председателя правительства, министерств. Данное социальное предприятие, имевшее историю в несколько десятков лет, через которое прошли сотни у нас слепых, да, других инвалидов, сейчас фактически прекратило деятельность, да, уже факт. Но предприятие было уникальным, соответственно, его уже нет и не будет, соответственно, в данный момент. Поэтому мною в адрес пленарного заседания, перед пленарным заседанием внесен проект дополнения в постановление, которое предполагается принять по данному вопросу, в котором все-таки мы правительству данный вопрос обозначаем. Мы с Аленой Николаевной уже договорились о том, что данный вопрос мы рассмотрим совместно, да, и с привлечением исполнительных органов, но, однако, хотелось бы морально подкрепиться, соответственно, поддержкой депутатского корпуса, с тем, чтобы это было отражено в постановлении об отчете, о принятии отчета правительства по приватизации, который мы сегодня рассмотрим. Спасибо. Василий Петрович Николаев. Добрый день, уважаемые коллеги. Ознакомившись с отчетом о приватизации, для себя я сделал вывод, что, к сожалению, у нас в последние годы нечего продавать, и доходов бюджета от приватизации существенных мы не наблюдаем. Там действительно незначительные суммы указаны. Есть какие-то проценты доли акций 0,00, там какие-то такие совсем несерьезные суммы, да. Описаны процессы приватизации физическими лицами помещений, там
за 8 миллионов рублей и так далее. Я считаю, что это крайне для нашего региона непримечательные цифры. Мы так жить не должны. Доходы у нас низкие. Сегодня вот мы обсуждали, попытались принять изменения в закон о поддержке, в данном случае АГАТУ. Я попытался, конечно, неправильно. Надо было по ведению нажать, надо было довести до голосования этот закон, потому что мы, я подчеркиваю еще раз, должны быть таким регионом, где деньги есть, а не где денег нет. У нас в последнее время денег нет вообще ни на что. Вчера обсуждали коммунальный комплекс, получается. Вот все обвинили Чикачева, Виталия Семеновича, нашего коллегу, да, как будто он всем должен, но при этом же это наш бюджет должен ему. Это мы такую ситуацию допустили, мы за такой бюджет голосовали в конце 2024 года. В конце 2023 года мы за бюджет 2024 года против были, и почему-то в 2024 были за, да, получается. И все, любой, кому должен бюджет, может сказать, вы же сами за него голосовали, правильно? А почему такое происходит? Потому что у нас в том числе и приватизация таким образом происходит. Денег нету, в том числе и от приватизации. Мы приводим примеры Татарстана, Красноярска, эти же регионы богатейшие. Мы тоже должны так жить. А мы, получается, что испугались этих 160 миллионов каких-то, да, гранта. Это же сумма небольшая была на самом деле. И вообще она была не предусмотрена этим законом. Этим законом была указана возможность поддержки университета. Возможность. Всего лишь возможность. И я уверен, что мы эти деньги бы не нашли. Даже 10 тысяч не нашли бы, потому что у нас программы даже более важные профинансированы на 0 рублей. У нас сейчас денег нет на лекарства, на коммунальный комплекс нет, на субсидированные билеты деньги закончились. А мы вот приватизацию рассматриваем, коллеги, и вопросы вот такого плана, где наше там судно и так далее, какие-то вещи. А где наши акции в крупных компаниях? Почему мы за этот период не создали ни одну нормальную добывающую компанию? В целом вопросов очень много по приватизации, но я считаю, что Республика Саха-Якутия не должна вот такой отчет даже рассматривать. У нас имущество должно быть не на 1 триллион, а на десятки триллионов за это время накопившегося. Мы же, коллеги, действительно, вот, я еще раз подчеркиваю свое мнение, да, в 2023 году я озвучил его, мы обсуждаем с вами все время копейки какие-то. Копейки. Поэтому я призываю всех к тому, чтобы мы обсуждали доходы Республики Саха-Якутия. Вот за 1,5 года работы парламента мы ни разу не обсудили, как мы увеличивать будем доходы. Мы проводим парламентские часы, да, круглые столы, там обсуждаем в основном какие-то небольшие наши расходные обязательства. Нам надо работать над увеличением доходов. Доходы нужны, чтобы нормально жить. Спасибо. Виктор Николаевич Федоров. Спасибо. Я уже 10 лет говорю про эти проблемы по использованию государственного имущества. 1 или 2 раза с моей подачи, слава богу, парламент отклонял даже отчеты Минимущества. Вот мои коллеги говорят, задача Минимущества работать на повышение использования, эффективности использования имущества, а его у нас 1 триллион рублей, повышение эффективности работы наших предприятий. Уставной капитал, который составляет 180 миллиардов рублей. Результат работы – рассовывать активы, более-менее живые, по псевдогосударственным кубышкам. А все эти предприятия наши лежат на боку и только ждут безвозмездных поступлений от обескровленного бюджета Республики Саха-Якутия. Участок на Чкалово 100 миллионов минимум отдали в коммерческое использование псевдогосударственному предприятию. Это частная фирма, ОАО, открытое акционерное общество, республиканское ипотечное агентство. Просто так. Пароход Ломоносов сожгли, помещение в Бригантине передали железной дороге Якутии, потом, слава богу, народ остановился, собрались их арендовать для размещения музыкальной школы.
Что творится? Что происходит? Кто управляет этим хаотическим процессом? Прикрываясь псевдосоциальными целями для псевдогосударственных предприятий, транжирит ликвидное имущество Республики Саха-Якутия. К примеру, 100 раз показывал этот список. У нас предприятие с уставным капиталом свыше 100 миллионов рублей, 30 штук. Зачем они нужны? Ну, 10 из них нужны, предположим. Алмаз-Регионбанк, финансовая опора должна быть. Алроса согласен. Сахатранс, нефтегаз, полярные авиалинии, железные дороги, аэропорт, водоканал. Что там птицефабрики делают? Что там делают другие предприятия? Эти КРУ, КРИ всякие, и развитие. Чем они занимаются? По 20-30 миллиардов имеют уставника, никаких государственных задач не решают и никакого дохода в республику не приносят. У нас план по доходам 8 миллиардов рублей по дивидендам. От суммы 150 миллиардов составляет 5% годовых при ставке 21%. Очень плохо. Так это не плохо, это еще хуже. Эти 8 миллиардов дает нам только компания «Алроса». Остальные дают 0. Не решают ни государственных задач, не решают финансовых. Если вы занимаетесь финансами, приносите нам более 21% дохода в республиканский бюджет. От 150 миллиардов рублей эта сумма должна составлять 30 миллиардов рублей дополнительных доходов в бюджет. Вот какой потенциал мы не используем. Много раз об этом говорил. Все-таки прошу протокольную часть поставить на голосование, получить контрольному комитету заняться указанными вопросами в выступлениях народных депутатов и рассмотреть данный вопрос отдельно на пленарном заседании. Спасибо. Александр Игнатьевич Иванов. Трудно добавить словам своих коллег Алексея Петровича, Федорова. Все правильно сказано. Да? У нас Министерство имущественных отношений, земельных имущественных отношений должен, как бы, получается, организация, которая защищает наше имущество и приумножает наше богатство. Но никак не заниматься благотворительностью. Вот сегодня я услышал, что какое-то здание мы продали за 8 миллионов и на 5 лет дали рассрочку человеку. Беспроцентную, скорее всего. Где такие вот, я тоже сейчас пытаюсь заниматься предпринимательством, вот, хочу присоединиться к словам, где такие условия даются, да, вот, когда 28-30% годовых идет кредитная стоимость, скорее всего, за аренду он меньше платил. И смотря, вот, когда говорит полномочия Министерства имущественных отношений, он должен приумножать, а сейчас некоторые решения нашего министерства, наоборот, ведут к тому, чтобы у нас бюджетные средства уходили не по назначению, скажем так. Вот последняя передача земельного участка, то есть переоформление земельного участка с сельскохозяйственного на, как там, ИЖС, предполагает, что мы будем выкупать эти земельные участки. Это один подпись в декабре, подписанный Министерством имущественных отношений, приведет к тому, что мы 100 миллионов рублей отдадим какому-то частному лицу. Это же решение Министерства имущественных отношений. Да, это у нас осталось-то всего ничего, все, что можно, распродали, все распродали к нашему моменту, когда вот как раз кризис пришел, когда вы жили богато, было хорошо, все распродавали, как неэффективно. А сейчас уже тяжелые времена пришли и нечего продавать. И уже смотрим в бездну, куда будем проваливаться сейчас. Так что согласен со всеми коллегами, надо как-то по-другому, что ли, подходить к этой работе. Я не знаю, уже поздно, наверное. Но осталось какая-то триллион рублей, 1 триллион, там сколько-то рублей, но там, скорее всего, самая основная масса, самая большая масса, там почти под триллион, это «Алроса», наверное, всего. А остальное идет, да, это эти мелочи, которые 0,01%, 0,02%. Да, ну, да, и вот когда я насчет дробления говорил, например, на слуху есть то, что есть такие, например, государственные у нас организации, как от ФПК, да, вот идет беседа, я каждый раз спрашиваю, беседа насчет крестьянского рынка, там земельный участок, помещение, совместно что-то будет, приватизация, не приватизация, вот такие вопросы я спрашиваю, вот это я имею в виду, вывод активов из государственных организаций, вывод активов. Сперва по чуть-чуть, потом доводим до безоценочного, скажем так, минус, какой-то минус, меньше 50 миллионов, потом уже говорим, опа, меньше, балансовая стоимость меньше 50 миллионов, давайте вот так без депутатов приватизируем. Я про это говорю.
Так что Министерство имущественных отношений, ввиду своего уставного деятельности, то есть своих непосредственных полномочий, он должен защищать и приумножать наше богатство. Сегодня мы этого не видим. Спасибо. Иван Иванович Данилов, последнее выступление по этому вопросу. Да, я вот хотел пожелать Павелу Николаевичу, надо все-таки концептуально не только там структурные преобразования там с ГУПа на акционерное общество, но самое главное, ну у вас в целях тут прописано, какие цели должны быть. Цель это самое главное, чтобы наши предприятия работали эффективно, приносили в бюджет доходы, выращивание кадров. Мы все время пример приводим Татарстана, но посмотрите Татарстан, государственные структуры как работают. Не нужно себя тут принижать. В чем отличие от человека бизнеса и человека государственной мысли? Ну в чем разница? Он же тоже может управлять правильно и эффективно и приносить доход государству, республике. Нельзя тут, и тем более все молодые кадры, и тут надо эффективно работать в этом направлении. Все имущество советское, вот эти остатки надо как бы мультипликатив от этого надо нам получить, республика должна получить. Арсений Сергеевич сам что сказал в послании? Нужно все проектные фирмы, которые были государственными, у нас все разбазарено. Ни одной нормальной проектной фирмы нету. Он что сказал в послании? Нужно думать о создании государственной структуры проектной фирмы. Это в послании было указано. Поэтому, Павел Николаевич, я вот надо все-таки отчеты вот начинать от эффективности управления наших государственных структур, какие доходы мы получаем, какие кадры мы выращиваем в этом направлении. Это ваши цели и задачи. Основные цели приватизации являются, и дальше вот идет. Ну давайте вот по этой концепции мы должны отчитываться. Спасибо. Выступления исчерпаны. Коллеги, у меня есть письменное обращение от народного депутата Алексея Дмитриевича Корнилова дополнить пунктом 2 проект постановления следующего содержания. Принимая во внимание прекращение деятельности учебно-производственного комбината трудовой реабилитации инвалидов и приватизацию ранее закрепленного за ним государственного имущества земельным участком, пункт 46 отчета, рекомендовать правительству республики разработать мероприятия по созданию специализированного социального предприятия, наверное, учреждения, скорее всего, социального учреждения, основной целью деятельности которого должны являться обеспечение занятости и трудовой реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Пункты 2 и 3 считать, соответственно, пунктами 3 и 4. Юрий Михайлович, ваш комментарий как комитет. Вообще, данная поправка напрямую не относится к рассмотрению отчета о приватизации. Это немножко другое. Можно протокольно прописать данный вопрос и уже отрабатывать с министерством ссылкой на отчет о приватизации. Ну, это же отчет о приватизации дает только информацию о том, что там было, но никак она не касается самого отчета приватизации. Согласны, Алексей Дмитриевич? Хорошо. Так, коллеги, тогда у нас два предложения по протокольным поручениям. Это от Алексея Дмитриевича Корнилова на голосование поставить и от Виктора Николаевича Федорова, да? Сначала по проекту постановления режим голосования, коллеги. Алексей Дмитриевич, протокольное поручение в адрес комитета Атласова Алены Николаевны получается, да? Ну, это рекомендация в адрес правительства. Мы протокольное поручение даем только комитетам своим. Поручения. Так, ну, Алена Николаевна, как мнение? Она сейчас отошла на мероприятие к главе 12. Но мы с ней договаривались на этот вопрос рассмотреть совместно. Она согласна? Да. Ну, поверим вам на слово тогда. Давайте по протокольному поручению комитет Атласовой Алене Николаевне, который я озвучил сейчас только. Режим голосования.
Принято. Виктор Николаевич предлагает контрольному комитету поручить. Андрей Юрьевич, как вы прокомментируете? Пленарное заседание проголосует, возьмем на работу. Хорошо. Ну там, Виктор Николаевич, насколько я помню, контрольному комитету поручить провести анализ. Чего? Проанализировать работу правительства по приватизации государственной собственности. Провести анализ по приватизации государственной собственности. Ну, отредактируйте, да, коллеги, потом? Мария Константиновна. Хорошо, с Виктором Николаевичем доработаете, примерно на слух так звучит. Протокольное поручение, режим голосования.